Здравствуйте, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Наконец-то наше якутское короткое лето наступило, не устаю я повторять. Она у нас продолжается. Мы продолжаем серию наших якутских коротких летних передач. Мы наконец-то вышли на улицу. Сейчас находимся мы, чуть было не сказал, в гастростудии ресторана «Мусхая». Мы находимся сейчас у нашего друга Сарела Тихонова в его барбекю-зоне. Как смотрите, у нас есть и барбекюшная зона, и казан, и мангал. Но сейчас мы будем готовить что-то прямо на этом столе. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел профессиональный боксер Петр Васильев. Петя, приветствую. Приятно познакомиться. Познакомиться, это Семен. Как уже упомянул, Петр профессиональный боксер, и я должен ему сказать спасибо тебе большое, что ты согласился к нам в гости прийти. И так как у нас кулинарное ток-шоу, сразу опять же задаю вопрос, чем ты к нам сегодня пришел, что ты будешь готовить? Так, всех приветствую. Ага. Так, начнем то, что, сезонное блюдо, как вафли из кабачков называются. Так. Примерно, легко и вкусно готовить. Легко и вкусно. Ну, то есть Просто и вкусно. просто да, вкусно. да, просто и вкусно, Кабачок? да. Да, с огорода. Да. Я Летний краткий. смотрю, с огорода, да? Немножко зелени. Был опыт уже готовки этого? Да, есть. Есть опыт, ага. Есть опыт, да? Ну, то Да, есть ты грамм любишь это 500 делать? кабачка, 50 грамм сыра, разрыхлитель, специи по вкусу, соль, укроп, петрушка, Укроп. мука, сметана, Ага. чеснок, яйцо и все. Ну, ингредиентов достаточно много, да. Ну, то есть это надо, видимо, все смешать, превратить в тесто и, я смотрю, ты вафельницу даже принесел. Да, и вафельница. Класс. Ну, как говорится, давай начинать. И когда вы начали, Семен, скорее всего, будет тебе помогать. Задам традиционный, опять-таки, вопрос. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чьих будете и как вы дошли до жизни такой. Так. Мы это называем. Сейчас являюсь профессиональным боксером. Ага. А сам откуда родом? Родом вырос в Якутске. Угу. Родители с Нюрбы, отец и мама. Угу. Корни оттуда. Угу. Так, закончил 17-ю школу здесь в городе. Имею высшее образование. Или как так не углубляться вообще? Нет, нормально, рассказывай. Высшее образование. А какое высшее образование ты получил? Физическая культура, по физкультуре. Ага. ЯГУ, да? Не. Я учился в Комсомольске на Амуре. Там 6 лет прожил. Ага. И вот. И 2013, с 2013-го там жил, получается, 6 лет. И выступал за Хабаровский край. Боксировал. Да, боксировал. Ну, то есть специализация в бокс, у тебя же отец как боксер. Да, И заслуженный поэтому, мастер наверное, спорта, да. заслуженный мастер спорта, чемпион мира, да? Да. То есть, собственно, тебе и не приходилось выбирать специализацию, так и повелось. Видимо, сразу ты родился, сын родился, наконец-то. У нас в семье заведено так было, то, что Ага. первый сын будет спортсменом, а второй сын будет уже по учебе идти. Ага. И ты стал спортсменом? Вот. Ты первый сын, да? Да, первый сын, Ага, и он будет по спорту. Так, По стопам отца. да, ты в школе уже, наверное, уже тогда боксировал. Я уже, к спорту я близок был уже с детства прям. Мгм. Ну, Первый. спортивные родители. ну, Да. подобраться, Ага. Вот так вот. Начинал с вольной борьбы, Мгм. я помню. И потом уже перешел в бокс с 13 лет и по сей день уже 16 лет занимаюсь уже, получается. 13 лет боксируешь. Да. Всю осознанную свою жизнь. Ага. Ну хорошо, давай приступать к Так, блюду потихоньку. начнем, да? Семен, я Сначала- смотрю, уже вафельницу разогрел. Да. Да. Что нужно Маленький сделать? нож. Сначала нам очистить надо будет кабачок. Так, отрезаем. Оп. Мгм. Ты сказал грамм 500, да? Да. Семен, руки весы. Ага. Я понял, да. На опыте. Ну, Ага. Где-то так вот подойдет. Все, очищаем его. Кожуру снимаем. Так, я в мусорку, да, 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 сразу? мусорку прямо. А ты можешь здесь делать, а потом сразу, сгребем, да? сгребем, да, Хорошо. нормально. Опа. Слушай, ты в любительском боксе уже 300 боев, да? Больше 300. Больше да, боев. 300 боев. Да. Да. Не секрет, где так быстро?
Или это Не, нормально? вот за Хабаровский край я выступал Ага. Когда 6 лет, да, да, учился? да. Ага. И как успехи были? Ну вот 2 раза стал призером чемпионата России, 3 раза выиграл мемориал Короткова, Мгм. ну, престижный турнир, это класса А. Мгм. Международника выполнил там, Мастер спорта международного класса. да, да. Так. Но официально пока не получил его, корочку вот эту. С регистрацией, видимо, проблемы, да? Да, да, да. Там, Обычно так и бывает. там Мастер подача документов в течение года ты должен стать призером и выиграть международный турнир класса А. Мгм. Ну это все было, и потом с подачей документов там были эти нюансы с тренером там. Ну и все, и потом в 2019 я сюда в Якутск вернулся, закончил учебу. Мгм. И с 2020 года я вот начал профессиональную карьеру именно в боксе. Да, Именно по профи. Обычно же любители занимаются, да, чемпионат России, чемпионат Европы, ну, дальше, а профессионалами становятся чуть-чуть позже. Я почему-то считаю, что у тебя это быстро произошло, или как? Не, почему или это- чуть-чуть или это позже? нормально? Это как раз-таки наоборот вовремя, я думаю. Как раз время, да? Да, да. Ага. Даже бы еще чуть-чуть раньше, да? Да, и даже бы еще чуть-чуть раньше, но. Так, это давайте Так, мусорку. да, это мусорку. Вот, да. Опа. Чем отличается любительский от профи? О, Больше всего. это как, Ну, кроме как перчатки разные. да, перчатки разные, и именно специфика бокса там не очко набрать именно, Мгм. а именно урон нанести сопернику там Профи. в профи, да. Да, ну, поэтому... Ты можешь, например, 6 раундов все получать, А потом один да, удар и всё. потом один удар все может решить там. Ага, И как раз вот нокаут всё. пока соперника ждешь, пока он выдохнется там. Больше времени там дается именно подумать, как все. Да. А в любителях именно 3 раунда по 3 минуты ты должен все выложиться за 3 раунда. Максимально Побольше, очков да, набирать. Ну и в любительском же бывают нокауты. Ну, Да, скажем- конечно. Скажем, там не редкость, но Это же бокс. реже, да, да. реже, да. Это же бокс. Мгм. И люди разные. Да, Слушай, про бокс, да? Я тоже в начале Не нужно. да, не нужно. 2000-х, когда это была такая мода, в 92 году пошел в кутюр. 2 года занимался кикбоксингом. А потом мне надоело, когда спарринги начали ставить, по голове получать. Ну, просто было больно в голове, и я пошел в футбол. А в твоем случае как? Ну, мне нравится бокс. Так. Я живу этим, это жизнь моя. Ага. Как бы у нас семья спортивная. Ну, я вырос в семье спортивной, и моя семья также, моя жена. Мгм. И также и продолжение будет, да? Думаешь? Думаю, да? Ага, слушай, нет, я спросил именно про, может быть, это физиология, это люди разные? или Да, как? именно Да? генетически, я думаю, все это. Мгм. Если... Думаю, генетически это А. все связано. Ну, Ну, видимо, хотя голова одна, и надо ее беречь. ну, голова одна, Да, надо да, ее да. беречь, да. Но, тем не менее, я 2 года занимался, сначала просто тык-тык, двоечка, Ну, зато по вы- груше, да. груша сдачи не дает, а потом, когда спарринги, по голове вечером голова вот такая, и ничего не соображать. Но тем зато более. вы большой профит получили именно самозащита там. Ну, возможно. Вдруг мало ли что, маргинальные личности всякие. Но я надеюсь, это Туда-сюда. все позади. У меня как-то это... Ночью по улице не хожу, как говорится, да. Да и Ну сейчас да. времена другие. А в 90-е годы, конечно, да. Но есть Это уверенность. это здорово, да. Но это дает уверенность в себе, Самоуверенность да, дает, да, да. На случай, если что. Если что, да. Ага. Ну, как по-мужски получается, да? Ну да, можно вопросы выяснить. Ну, слава богу, я бы, может быть, и не пошел по этой стезе. Вот почему все-таки это значит физиология. Ну и призвание у каждого, Ну. наверное, человека. Генетические призвания, думаю, все это. Ага. Кто-то, мол, шахматист, да, рожден да. более, у него склад ума более такой. А вот кто-то борец, кто-то боксер, вот. Хорошо. Игровые виды спорта. Там. В мире спорта у тебя есть кумир? Конечно, у меня вот в профессиональном боксе есть кумиры, кому я вот за кем слежу, там, да. Ага. А так, в основном, ну, я не стараюсь там прям копировать кого-то. Потому что, ну, зачем кого-то копировать? Ну да. Ну, нужно быть, да, свой стиль, ну, как скажем так, эксклюзивно, да, ну, не похожим на другим. Так интереснее, например, что-то новое создавать. А вот из нынешних
боксеров, кто тебе нравится? Ну, скажем так, хорошо, не кумир, а кто импонирует, Но допустим? Теренс Кроуфорд, ну, мой самый любимый боксер. Он чемпион мира, является трехкратным. По версии WBC, WBA и IBF. Вот три пояса таких самых престижных. Самых престижных, да. И сейчас у него будет бой следующий, там, Эррол Спенс. Ну, это вот мировые звезды, Ага. которым стоит равняться. Вот. Мечта туда. М. Большой ринг, мировой А в ринг. каком весе? В каком весе сейчас выступаю? Да. Вот 61-200 называется, 135 фунтов. Мгм. Ну, это пока так. Ну, а так, если серьезный на титульный бой выйду, то где-то 59-57 уже буду так. Уже скидывать будет? Да, уже скидывают. Там, ну, я и так скидываю немало. А, да? Да, все время на диете сижу, там, ПП, там, КБЖУ слежу. Еще раз чем? КБЖУ называется калории. Ага. Ну, белки, жиры, углеводы. Это КБЖУ, КБЖУ ага. называется. Так. Ну, то есть Правильное это, питание. видимо, тренер, либо кто-то этим занимается, да? Специальный человек есть или? Ну, или это или вот сам диетолог есть, как бы. Ага. Но у меня мать, как бы врач. Ага. И с детства я ну, уже тоже, наверное, предрасположенность, можно сказать, наверное. К медицине я очень, ну, тоже как бы разбираюсь в плане биохимии, там, Мгм. туда-сюда. Но мне интересно вот это вот, Мгм. именно про свое тело, как Ну, то есть здоровье. Там, понимание того, что сохранение. что мы кушаем, это уже тебе Да, вообще да, с да. молоком матери практически. На большой или на мелкой? На мелко. Мгм. А что ты любишь кушать вообще? Что ты любишь? Ага. О, Ну, любимые, да. ну, у меня вот, я вот сижу, ну, как бы не на диете, а вот питаюсь, да, как правильное питание называю. Диета — это как более-менее так ограничение, это так Ну да, да, морально, да. это зачем. И у меня есть Типа по там субботам читмил. мороженое нельзя, колу нельзя. Почему нельзя? Все можно. Всё Просто есть определенный, ну, читмил у меня есть такой запланированный по субботам, например. М. Я вот в течение недели, ну, как бы слежу за питанием, ну, на своем питании сижу. И в течение, в субботу я могу себе дать отдых там, М. читмил. И в течение недели я там составляю список, что я хочу там. Ну, Ага. вредные продукты, можно так сказать, там, доширак, ну, чипсы, там, да-да-да, ну, мороженое, что-то да, вкусненькое, фастфуд, там, джанк-фуд, именно такого вот плана. Ну, это морально разгрузиться дает. Ага. А так, ну, иначе как? Так же всю жизнь не будешь же сидеть именно на куриной грудке, гречке, там, да, макароны, Ну, сложные скорее всего, углеводы, это да. тяжело, да. Все-таки мы, вот Семен шеф, я всю дорогу как бы так ведущий кулинарные передачи, да, ну мы любим вкусно покушать. Да, Ну гурманы, и- Да, гурманы. ну не гурманы, да, но может быть и гурманы, да. Вкусно поесть это одно из самых таких классных удовольствий в жизни, которые ты сам себе можешь предоставить. Да, да, да. Соответственно, ну, конечно, я понимаю, профессиональным спортсменам, особенно Да, профессиональным, да, это если специфика это спорта твой такая. хлеб, ну, надо следить. Каждый день. Дисциплина. А? Дисциплина. Очень сильная дисциплина, да. Ага. Это не только же тренировки. Да. Это и мозги, и психология. Психологическая подготовка, кстати, как. Специально сейчас за этим. У меня вот сейчас хобби появилось, я вот увлекаюсь аюрведой, медициной. Мгм. Мне вот интересно в духовном плане развития. Так. И вот я на гвоздях стою, доска садху называется. Мгм. Ну, прыгаю, стою на них. Мне интересно вот в духовном плане развития именно. Так дает именно в спорте как-то бывают такие моменты, когда ну, сложно, там, Ну да. сложные моменты. И вот это переключение именно туда. Перегорание, Да, да? да, да. Потому что каждый день тренироваться это сложно. Люди думают, что это легко, там он ничем не занимается, Да, тренируется. тренируется и все, подумает. Но это очень сложно, вот утром вставать, Конечно. там, День заставлять сурка. себя. Каждый день изо дня в день, Да, изо дня но в день. я осознаю, ради чего я просыпаюсь и ну, иду на тренировку. Куда ты идешь? Да, мечта и цели у меня есть. А где тренируешься? Тренируюсь в Триумфе и в боксерском клубе Панчер. Ну, а так в основном на Западе, вот на сборах провожу время. Там. Спарринг партнеров там именно по профессионалам. Хорошие. Ищешь, да. А кто тренер?
Не, тренера такого нет у меня. У меня отец вот, как Ага. ангел-хранитель со мной всю жизнь. Ага. И у каждого тренера мы как бы что-то подсмотрим, что-то Мгм. это заберем. Ну а так, как можно сказать, начинал в городе Якутске у Михаила Георгиевича Валь. Мгм. Я думаю, многие знают вот, в городе Якутске. Мгм. Этого тренера, да? Да, да. Это вот первый спортшкола, да? или Да, да, ДЮСШ-1. как? Да, Дюша-1, ага. Ну и вот по профессионалам, получается, ты тренера можешь нанять за, Мгм. да. На какой-то цикл, Да, 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 на какой-то цикл, вот. Именно период подготовки. Вот так вот. А именно вот с детства, именно как тренер является мой отец. Отец. Да, курирует он. Ну, повезло тебе. Да? С одной стороны, повезло, получается, как? Ну да, Ну, конечно. тренер, отец профессионал практически, да? Слушай, помнишь первый бой? Первый бой Самый-самый первый. по профессионалу? А, Не, самый-самый первый. Самый-самый первый. Ну, когда ты был мальчик, сколько, 13 лет, ты говорил, начал заниматься? Да, да, по боксу. Да, помню. Где это было? Так, это было село Балугур называется, Амге. в Амге, ага. Ага, так. Какие соревнования были, наверное, да? 46 килограмм, я помню себя. И этот, ко мне еще он подошел, говорит, если ты меня выиграешь, мы с тобой выйдем. да вот. Морально вот так вот А. давил. Я такой, ну ладно, ладно. Ну я вышел его, и в первом же раунде его и остановили. А, за техническим преимуществом, Да, Или да, как? да, Или да. ты его в нокаут вырубил? Ну, нокдаун был там, Ага. и все. Всё, в одни ворота было, говорит. Да, и потом, потом я уже думал, он сейчас подойдет. Ну, это детские такие моменты. Да-да-да-да. Да, я думаю, все через такое проходят. Ну, Ага. школа какая, жизни какая такая. такая, чуть-чуть психологическая давка, да, Да, моральная? да, да. Ага. Ну, это Может еще, быть, даже это тренер или еще, кто ему подсказал, как бы там, это да, еще цветочки есть и как бы похуже, да, момент? похуже моменты, да. Ну, как в фильме «Кровавый спорт» или там как кикбоксер, там, да, как Родан Ван Дамм, Вова там шантажирует всякое Как разное. можно, ну, можно так сказать, что на войне все средства хороши, да. Ага. Вот так вот. На Вот. ринг именно мы же выходим, как бы сражаемся друг с другом. Именно соперник, я и ты. Мгм. Вот этот момент. Ну, для меня, например, ну, это немножко другая область жизни. Да, 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 Я, конечно, спортсмен сам, да, был в молодости, но бокс для меня, единоборство для меня это вообще другое. Но я вот вижу, в бой заходят, вообще такие злые глаза, обязательно уже профессионально, вот выходят друг на друга, вот так стоят. Вроде сейчас уже жесть какая-то будет. Бой закончился, все начинают брататься, обниматься. Да, Ну, да. то есть тут уровень отношений, уровень уважения, по-моему, очень сильно высокий. Как ты считаешь? Да, конечно, именно, ну, в любом случае нужно оставаться как бы именно спортсменом, да, соответственно, как бы вести себя подобающе, уважение сопернику, там. Мгм. Вот. Я думаю, это естественно, ну, понятные правила, я думаю. А вот в плане после боя, там, выяснения отношений, ну, это уже люди недалекого ума, я считаю. Мгм. Всегда в спорте нужно уважать друг друга, соперников. Слушай, вот насчет ума, да, ну, не секрет, что про боксеров они одни из самых таких, ну, после, может быть, Брежнева, Чапаева, Чукчей, все равно персонажи анекдотов. Ну, Есть да, такое? Есть такое. Да, ну, стереотипное такое. Клише, да? Да? А? Можно? Клише, да. Ну, то есть в общественном сознании считается, что, ну, скажем, боксеры, ну, не слишком там, как бы, недалекие и все прочее, да, вот самый такой распространенный анекдот, а еще я в нее ем, типа, да, ну, то есть, как ты считаешь насчет этого? Ну, Опровержение какое-нибудь можешь выдать? как бы... Так, можно сказать? Ну, интересно. Ну, я думаю, тоже люди недалекого ума и как бы показали себя как-то в ситуации, я не знаю. Ну, все равно хороший спортсмен высокого уровня, который имеет результаты, он никогда так, ну, не покажет себя. А именно с другой стороны он покажет интеллектуально. Ну, получается, как большой спортсмен, он не будет же глупым. Интеллект иметь
Кинский. В прошлом году или позапрошлом году твой коллега, получается, да, тоже профессиональный боксер Валуев Николай был гостем моей передачи. Мы ездили специально в Бескюль, его снимали, да. После передачи у меня осталось впечатление, что он вообще Да. очень многими аспектами жизни владеет, да, ну то есть и по интеллекту, и по начитанности, и по уму, и просто по человеческим характеристикам. Я, если бы не знал, я бы не подумал. Человек что с большой боксер- буквы. Да, человек большой буквы, да. И сам он большой. И сам он, И и сам сам он он большой, да. Он Да, на 50 сантиметров выше меня был вообще, да. Одно из самых таких ярких впечатлений вообще в этой передаче. Так, у нас Семен благополучно натерел Да. наш, Можно, Да. наш кабачок. как говорится, 5 минут постояло, Да. влагу лишнюю отдало, мы можем это слить. А воду слить, да? Мгм. Так, дальше что? Дальше мы пол чайной ложки подсолить надо будет его. Вот это вот. Подсолить, вот соль. Кабачок. Сейчас. Излишняя влага убралась. Так. Примерно пол чайной ложки вот соли По вкусу. по вкусу. Хорошо. Перемешать. Туда сразу сыр натираем, да? Ага, сразу сыр натереть. Петр, Да, пожалуйста. Только дайте И- мне. А, вот так, вот сюда. Да? Так. Тоже пол чайной ложки разрыхлителя. Ой, сыр мягкий уже. У нас тепло, сыр так немножко размягчил. А это разрыхлитель добавляете? Да, да, да. Так. потом Так, одно яйцо добавим. одно яйцо. Перчим. Да. Чтобы схватилось, да? Ну, как бы этот, Сыр весь натираю, ребята? Да. да, 50 грамм. Так. И 5 чайных ложек, не чайных, а столовых ложек муки туда добавляем. Раз. Два. Три. 4. 5. 5, вышел Мгм. зайчик погулять. Так, Оп. аккуратно. Давай я Мгм. вот сюда. И сыр И натертый. сыр, да. Сметану потом? Не, сметану сейчас добавим 2 столовые ложки. Тоже открывай тогда. Мгм. Этот. Оп. У нас получается достаточно вегетарианское блюдо, да? Мгм. Я даже примерно КБЖУ знаю. Ага. 6 грамм белка, 6 грамм углеводов, 6 грамм клетчатки. На 100 грамм, да? Да, на 100 грамм. Хотя жира чуть побольше, наверное, даже будет из-за сыра. Так. Ну, сметану можно мало Ну, процентов. поменьше, да, можно, по вкусу как бы. Так, и еще перец, да, добавим туда? Перец Нет, вот она. я же перчил уже. А, да? Перчил. Ага. Все, отлично. Так, перемешаем. Такое, да, как сказать, однородная масса, да? Народная, да. Да, Как да. кажется, такая должна Да, да. получиться, да, видимо? Мгм. Ну, как тесто, да, получается, или Ну да. кашица. Кулинарные термины будут. Ну, это больше к Семену, да? Петя, я спрошу такой вопрос. Ты 4 года был в армии, да? Да, служил Да, по контракту. Служил, да. Расскажи про эту момент. Ну, в Про эти 83-й бригаде служил в городе Уссурийск. Это ты во время учебы призывался, либо это сразу? Когда это было? Да, во время учебы это получается, Мгм. параллельно. Ну, получается, я как в сборной России был, и Спортрота, наверное. да, какая-то да, была. это как спортрота. Ага. И служба по контракту там берут и срочку служил где-то 3 месяца, Мгм. и сразу вот на контракт и на соревнования тебя отправляют. Мгм. Показываешь результат, ну и все, тебя оставляют также на контракте. Ага. Да. И 4 года это Да, и продолжалось. 4 года, да. Недолго. Нет, ну, как бы тебе платят
за это еще. И ты выступаешь, тренируешься. Ну, Ага, ты в спортроте, ты в армии, деньги получаешь, тренируешься, да. выступаешь, да? Да. Ага. В плане финансов он хорошо как бы там все решали. Тем более для Это- молодого да, человека. да, как да. говорится, да? В спорте именно. Так вот. Так, что у нас там? Да, ну вот отлично. так должно Или- получиться. или Да. чуть-чуть больше муки. Да нет, я думаю, достаточно. Все четко. Можем уже готовить, да? Так. Чуть-чуть 5 минут постоит. Дойдет, пока да? разогреется. Дойдет тесто, да? Так, мы сейчас тогда- Смажем вафельницу, да? Да, Семен специально подготовил, я ему тряпочку давал, вот у нас масло есть, тряпочку. Петя, у тебя следующий бой, если не ошибаюсь, запланирован в сентябре. Да, Как идет- 13 сентября. Да, как идет подготовка, где будет? Расскажи про бой. Буду готовиться в Москве. Бупас Джим называется. Довольно-таки известный клуб в России. Мгм. Ну, скажем так, я один из топовых. Мгм. Именно среди профессионалов именно Мгм. по подготовке. Подожди, давай тогда, скажем так, внутренность, да? Как туда попадают? По профи? Ага, нет, ну по профи, допустим, Туда, расскажи в вообще, эту как туда- тусовку, как да. влиться? Да. Ну, я как влился туда. Я в Москве, вот в Газголдере выиграл бой, меня заметили Мгм. и пригласили туда. Давай, как бы, приезжай на подготовку туда-сюда. И менеджеры сами появились, там, Мгм. тренера вышли на меня. Ну, то есть видят перспективного молодого человека, Да, который да, может что-то выстрелить, и дают тебе возможность показать себя, да? Да, да. То есть Шанс, да? дают, да, тренировочную базу, тренера, возможность, да, или как это происходит вообще? Либо говорят, вот, заплати нам столько денег и тренируйся, или что? Как происходит вообще? Не, они приглашают именно Ага. к себе. Там просто так не попасть в это. Вот я про это и говорю, да. Ну, просто то есть я, допустим, успешный молодой боксер, мне 20 лет, я что-то выиграл, но какие у меня шансы стать профи? Ну, профи именно... Сперва нужна лицензия, Мгм. да, там... Я первые так бои, наверное, так уже, наверное, не такие сразу на титул там. Люди некоторые думают, там, профессионалы, у кого там, как сказать, золотой контракт, да, есть такое понятие в профессиональном боксе, то, что олимпийцы там, они потому что имеют имя, и для них их легче раскрутить, получается. Ну да, Да, те, и которые в любителях да. что-то там достигли. И вот, конечно, например, да. тот же самый Ломаченко, он на третий бой уже вышел. Даже на второй бой он сразу на титул, На титул вышел. пошел, Да. ага, Потому что у него имя громче. Ну, двухкратный олимпийский чемпион. Мгм. Вот так Ну или вот. Костя Дзю, да, на газе карьеры, когда он уже олимпийский чемпион, резко пошел в профи и вообще стал Да, да. мировой звездой, например. Да. Ну, а в твоем случае как тогда? Ну, в Тебя моем заметили. случае, ну, рейтинг, получается. По рейтингу уже потихо и М, да. Ну и когда, да, замечают тебя, и легче уже становится. То есть появляются спонсоры, видимо, да? либо Да. там, ага, те, которые в тебя готовы вложиться или как. Ну. Все верно, да. Хорошо, а сейчас как подготовка к бою идет? Вот в Москве будешь, да, в клубе тренироваться? И бой где будет проходить? С кем? А пока соперника этот, ну, ждем подтверждения от соперника, согласен он или нет. Так. И вот поэтому, да, например, говорят же, кто-то кому-то бросил вызов, кто-то с кем-то Да, должен да, когда-то, но, видимо, эти промоутеры то ли не договариваются, Да, то ли да, еще да. что-то, Команды, но. команды друг друга между не договариваются. А из-за чего это происходит? Видимо, гадают, типа, вот сейчас этот ему может проиграть, лучше пока пусть переждет, либо там мало Ну, денег там заплатили. бывают свои Много нюансы, нюансов, да? Ага. да. Там, например, в плане финансов, если не устраивает, там, может, ну, такие много аспектов, я думаю, сможет сыграть. И вот сейчас ждем подтверждения. Да, я думаю, все хорошо будет. Да, ну ты даже не знаешь, кто. Ну, чемпиона сразу тебе не дадут, это 100%. Нет, конечно, Да, да. так. Ну, пока no name, можно сказать, я в профи-боксе, только Ага. начинающий. Ага. Но это пока только. Можно пока соус сделать. Металлический соус сделать. Соус Да, там для... чеснок есть. Так. Зелень добавьте. Ага. И что еще? Сметана. Сметана? Так, нарежем вот сперва, наверное. Укроп я нарежу. Давай. Вот ножик лежит. Или хочешь вот этот возьми, тоже неплохой.
Вот этот возьму побольше. Да, вот только аккуратно очень. Вот это красное место уберите. Первый бери. Нет, бери. Все классно. Ну, думаю, вот это вот не нужно. Не особо люблю такое. Петь, ну, допустим, сейчас у тебя подготовка к бою. Это уже совсем скоро, да, получается? Если в Ну, сентябре время есть, полтора уже месяца, полтора месяца. полтора да. месяца осталось, да? Мгм. Ну, вот сейчас работа. Время же перерыва, скорее всего, бывает. Как отдыхает спортсмен? Ну вот, я вот нашел свое хобби, как бы. В Ага. духовном плане я себя просвещаю. Ага. Именно жить осознанно. Осознанность жизни, вот это вот. Мне интересно вот это стало. А так вот с семьей провожу, конечно, время. Со своей дочей. Ну, расскажи про семью тогда. Ты же сказала, что супруга тоже спортсменка, да? Да, она тоже является пятикратной чемпионкой Дальнего Востока по женщинам. Ну, и двухкратная призерка чемпионата России по женщинам По тоже. какому? Тоже, Тоже по боксу, да. да? Ага. Дома спаррингуете? За посуду, за... Если поспорили Да, такие, да, кто да, посуду да. моет? Да, есть такое. Да, серьезно? Даже что? Ага, Это шутка, конечно. ага. Все так думают тоже. Да. Не, жена именно поддерживает меня в плане спорта. Мне как бы... Ну, с сейчас ней жена уже повезло. не занимается. Нет, конечно, я ей Мгм. сразу сказал. А, все. Да, все. Ну, Всё. да. Дома одного боксера Да, достаточно, да, да? да. Так. Но она меня поддерживает морально, вот именно. Она меня понимает, когда вот период весосгонки там идет. Там бывают сложные моменты. Там. Ну И да, я каких-то говорю, да. микрометров не хватает, да, я знаю по себе, когда тебе Да. чего-то не хватает, человек психует, да, нервничает, Да, да. какой-то И она такой. это понимает, Ага. и как бы он на диете, все, ему нельзя. Она готовит, она уже знает, что готовить, А, что я, как я питаюсь. Там. тем временем красотишку сделал. Так должно получиться. Да, Правильно все? да, все верно. Так. Так, соус добавим. Соус, сметана. Сметанку, наверное. Не будем На жалеть? бельгийские вафли похоже. Или я ошибаюсь? Семен? Относительно. Относительно, да? Ну, внешне. Так, Так, сметанка, это пока уберем. а зелень это, оп, добавлю сразу вот так, наверное. Оп, Так, и чеснок. чеснок. А может ножом так взять аккуратно, ага, будет Мгм. сразу. Оп. Нож очень острый. И, видимо, Перемешать. перемешать. Держи. Две девочки, да, у вас? Маленькие еще? Да, маленькие. М. Первой дочери 9. А, ну они не такие же маленькие. Уже, наверное, дома-то тоже, наверное, спорт культивируете, Да, есть такое. да? Какой-то секции уже ходят? Да, ходят. Ага. Ну, занимаемся как бы. Ага. Но я как бы дочерей не собираюсь в бокс, именно единоборство Ну, давать. если они вдруг... Ну, а вдруг, если, да. куда ты хочешь, чтобы они, кем они были? Ну, какой вид сейчас они занимаются? Хочу на бальные танцы, Ну, более женское да, такое, более да? женское. Но вдруг они где-то там 7 класс говорят, все, папа, я нет, ничего не знаю, я буду боксером. Можешь такое произойти уже? Ну, я, конечно, не буду уже ограничивать ее. Возражать, да? Да, А, возражать, ну, бокс да. так бокс, да? Бокс так бокс, да. Ну, я уже буду, как менеджер уже буду. А, к тому времени, да? Да. К тому времени я тогда ее сделаю из нее чемпиона мира. Да? Ну, вот видишь, тоже какая-то цель может быть тогда, да? Появиться. Все, соус готов. Так. Лишнее убираем, да? Лишнее, да. Мусорку можешь скинуть. Петь, все-таки вот хочется пожелать тебе успехов, да, в будущем, который бой вот в сентябре состоится, да. И расскажи подробнее, как именно вот конкретному бою идет подготовка. Ну, Ты вот этап улетаешь, подготовки, может, да, уже. да, да. Ты на 3 этапа делится, вот, Так. объем, Мгм. физподготовка именно, Мгм. ОФП, да? больше? ОФП, да, Так. да, вот. И перед боем уже спарринг сессии идут, Мгм. там чисто с пары, Мгм. снаряды, пары, вот. И последний этап это уже весосгонка, последняя неделя, ты уже без пар. Ну, Мгм. без партнеров работаешь, уже
на весосгонку чисто. Вот. Ну, чтобы к взвешиванию подойти Да, да, ровно да. в той форме, да? Да, да, да. Ага. Так вот, 3 этапа. Весосгонка. А вот смотри, вес взвешивания идет за день же, да, боя? Да, сутки дается. Сутки дается. Вот Мгм. взвесился и пошел кушать, или как? Да, конечно. Можно? Не только кушать, а пить. А, пить, ну да, Самое попить, гла- да, да, попить, ну. и вот самое вот сушняк, вот гидратация. Вот. Ага. Первое, вот, получается, ты взвесился, отпился, Мгм. и вот и начинаешь потихо грузиться. Не Мгм. сразу там пришел и бум, Да, бум, да, бум, навалил, бум. конечно, да. Да, ты и уже, потому да. что организм больше сил потратит на переваривание, а Мгм. постепенно, поэтапно уже Мгм. сложные углеводы, быстрые углеводы, так комбинируя. Мгм. И белка я там особо не добавляю. Ну, Потому что, опять же, получается, это своя целая наука. да, да, гликоген восстанавливаешь там. Мгм. Целая наука, да, в организме. АТФ, гликоген, много всего. Мгм. Это все восполняем за счет углеводов, там, это, Так, ну и день боя наступает. электролиты. Ну, день боя. Как ты, специальные какие-то есть у тебя традиции или, может быть, какие-то ритуалы О, свои? я да? думаю, самые суеверные это спортсмены. Всегда, наверное. да, Всегда, да. У Ага. каждого есть свой ритуал. Ага. А у тебя можешь рассказать про это, или это все-таки как бы такая тайна? Ну, вот одно могу сказать. Вот, на ринг захожу вот с правой ноги. С правой ноги. Да, ну то всегда. есть через это хоп, с правой Да, ноги. да, да. Так. У меня всегда почему-то вот Мгм. с детства, Мгм. как я захожу на ринг, я именно правой ногой. Это вот у меня такой бзик, можно сказать. Мгм. А еще какие-то такие ритуалы? Смотрел Ну, фильм «Огни большого города», где Чарли Чаплин боксировал? Я вот это порой часто Нет, к вспоминаю. сожалению. Где там заячья лапка, там что-нибудь такое, такие, какие-то такие вообще. Либо встречал вот в своей карьере, может быть, какие-то такие вообще уж причудливые такие ритуалы. Может быть, какой-то такой случай вспомнишь, если у тебя самого такого нет. М. Если так углубиться, то ну, да много, я думаю, так, если сразу прям такого придумать не могу сейчас. Так, так и не вспомнил. Вспомнить, да, вспомнить. Так, ну что ж. Ну как утром, например, люди проснулись там, так. Я жил вот с одним, получается, сосед, да. Ну, это еще по детству было, он там с 2 ногами вставал там с кровати там сюда-сюда. Ну, Ну, начало это, дня там да, всё такое, шнуруется именно там. специальным Да, образом. да, да, по своей методике. Такого вот. Ну, я думаю, если заметить и прям присмотреться, думаю, можно заметить такие мелкие детали у спортсменов перед выходом там. Футболисты точно так же. Футболисты тоже так же. На поле обязательно какой-то ногой, да. Кто-то молится, Да. кто-то там Богу, кто-то там что-то там делает, всевозможные ритуалы. Ну, у всех спортсменов, мне кажется, это рано или поздно приходит. Нет В такого? финале кубок нельзя трогать, да? Да. В начале матча. Ну что, друзья, пробуем? Попробуйте. Пробуй. Господи. Чуть слюну не подавился. Вилку можно. Да. А я руками люблю есть. Держи. Мгм. Вилочку. Всё, благодарю. А я рукой. Ну что, друзья, давайте пробовать. Приятного аппетита нам. Приятно аппетита. Всем приятного аппетита. Классика. Мгм. Так должно было получиться. Да. Как мама готовит. Хрустящая снаружи. Да, именно как мама готовит. Ага. Хрустящая снаружи и внутри. Ну, такая консистенция. Да, да. Мягкая внутри. И ты сказал уже, точно знаешь по КБЖУ, сколько чего как. Примерно, да. Примерно, да. Ну, то есть ты даже, допустим, если был бы тренировочный цикл, ты бы знал, сколько должен быть съесть. Ни много, ни мало, да? Думаю, да. М. Петь, наверное, передача наша подходит к концу, и, наверное, может быть, последний вопрос, да? Мгм. Твои цели и мечты, кем ты себя видишь, например, через 5 лет, через 10 лет? Ну вот, допустим, сейчас
сейчас у тебя есть профессиональная карьера, да? Чего ты хочешь добиться? Сейчас вот моя задача вот основная сейчас именно стоит, ну, этап жизни моей профессиональной карьеры, ну, титул выиграть. Потом уже я начну работать как менеджер либо промоутер в этой же сфере. Мгм. Ну, и посмотрим, как жизнь Как пойдет, да? как пойдет, да. Не как тренер, именно как... Не как тренер. Мгм. Не вижу себя как тренер. Хочу продвигать именно якутский спорт, именно как в профессиональном боксе. Вот казахи же себя бы зарекомендовали, вот один Головкин, да, Головкин, чего да, стоит. чего стоит, ну, И помимо Головкина там много. И талантливый чем мы молодежь, хуже? Да? Ну да. Чем мы хуже, почему? Тем более у нас, как говорится, у нас у якутов, в принципе, физиология позволяет именно единоборство. Да. Ну, борьба наш спорт, ну, Да, как да, да. два Характер, олимпийских чемпиона, да. генетика. Да, и бокс, мне кажется, это что-то может получиться, да. Ну, ты среди якутов первый профессионал, это факт, правильно? Да. Ну что ж, хочется пожелать тебе еще раз удачи. Благодарю. Да, удачи в предстоящем бою, удачи, чтобы твои цели обязательно были достигнуты. И в конце передачи, пожалуйста, я хочу дать тебе слово, пожелание нашим телезрителям. Вот на вторую камеру, пожалуйста. Занимайтесь спортом, достигайте своих целей, упорство все перетрут, как сказать, и питайтесь вкусно и правильно. Отлично. А так, я еще раз повторю. Пойдет? Да? Да. Я еще раз повторю, у нас в гостях был профессиональный боксер, первый якутский профи Петр Васильев. Петя, спасибо тебе Всё, большое, благодарю что был вас. гостем Петя. нашей передачи. Семен Тарбахов, Петр Цыпандин, программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Будьте здоровы, друзья, мирного неба над головой, пусть все у вас все будет хорошо. А мы уходим за кадр и продолжаем кушать.